это вот до сюда все полностью рапс. 300 гектаров здесь рапса. Вот смотрите, он уже отцветает, и вот уже тут какие бобики. Сорт называется «Фаворит». Такое название, да, интересно. Вот. Урожайность у него хорошая. Первое место занимает, покупают его китайцы. Вот на сегодняшний день у него килограмм 55 рублей стоит. О плодородных землях Михаила Санникова давно уже известно всей республике. Рапс, который всходит на этих полях, прямиком отправляется в Китай. В РИА главы Тувы подчеркнул, что прежде всего местным фермерам необходимо обеспечить продукцией местный рынок, а уже затем выходить и на другой уровень поставок. В свою очередь правительство республики готово оказать поддержку. Нужно предпринимателю добавить технических мощностей, сказал Ховалы. Кратно отметить, что некоторые наши предприниматели в области сельского хозяйства с каждым годом наращивают свои объемы производства, увеличивают ежегодно свои посевы зерновых. Также такие культуры появились очень перспективные, как выращивание рапса, выращивание гречихи. Для Анатольевича тоже для того, чтобы нормально был собран урожай, тоже нужно будет здесь его поддержать. Не рапсом единым 9-10 килограммов земляники с каждой грядки, а таких первых пробных грядок у Алены Кулар 6. Но это только пока. В следующем году фермер планирует посадить около 5 гектаров ягоды. В этом году вот наш кооператив пробными садит ягоды. Ну, испытательные вот такие вот работы мы производим. И вот земляника лесная показала очень хорошие результаты. Она прижилась. А эти 100 гектаров земли засеяно картофелем. Напомню, что в начале мая в республике стартовал новый народный проект «Картофель в каждый дом». Посаженный для участников этого проекта картофель обещает быть урожайным. Сейчас для того, чтобы убрать урожай, естественно, требуется специальный комбайн. Мы бы хотели, так сказать, со стороны правительства поддержать данного предпринимателя, чтобы был собран нормальный урожай, и в последующем человек тоже мог наращивать свои объемы, так сказать, по выпуску картофеля. Тем временем в Туве продолжается кормозаготовительная кампания. В этом году планируют заготовить свыше 254 тысяч тонн кормов. Это на уровне прошлого года и даже чуть больше. Отставаний нет. И в 10 районах республики уже активно приступили к заготовке кормов. В остальных районах в связи с низким травостоем работы планируют начать с августа. Перед муниципалитетами поставил задачу развернуть работу по заготовке кормов до 1 августа. Для решения вопроса необходимо привлечь безработных через центры занятости населения, а также студентов и волонтеров. По кормозаготовке лидирует Каахемский район. Далее Чайхольский замыкает тройку лидеров и Эрзинский Кажун. Для успешного проведения кормозаготовительной кампании в Пихемском, Тандинском и Тесхемском районах объявлены месячники. В 2 районах, Барнухемчикском и Дзунхемчикском, планируется проведение конкурса косарей. А пока есть такие фермеры, как Михаил Санников и Алена Кулар, которые развивают собственное производство, можно надеяться на то, что рано или поздно на прилавках магазинов республики появится больше продуктов местного производства. Айра Сачайхан Донгак, Миран Эрги, Тува 24.